В связи с подготовкой к предстоящей переписи поднимаются многие вопросы, в том числе в очередной раз возник вопрос о том, что татары вовсе не татары, а булгары, и что вообще в Средневековье татар не было, что татары являются порождением идеологов, начиная от Шигабуддина Марджани. Ну, обычно называют их татаристами. Мы вот сегодня здесь с Искандаром Леонидовичем присутствуем, как два больших профессора, и эти вопросы разрабатывали. В том числе и наша концепция попала в семитомную историю татар. И поэтому думаю, что мы в данных вопросах разбираемся, и считаю, что необходимо прояснить вот эту историю с булгарами. Но, конечно, сначала надо четко сказать, что происходило в татарской историографии, и особенно после того, как в Советском Союзе в 1944 году приняли специальное постановление, которое немножко направило общее развитие национальной историографии в другом направлении. Я просто в двух словах скажу, что до революции существовали татарские историки, которые разрабатывали булгаристское направление, историю булгарского наследия. Это преимущественно были ученые, которые были связаны с мусульманством. И вообще были, вот Реза Фахриддин вообще богослов был известный. Для них важно было исламское наследие, поэтому они вот как бы начинали с булгар. Но было другое направление, которое еще с Шигабуддина Марджани действительно идет, может быть, даже еще раньше можно начать, которое вело разработку такого этнополитической истории, и там ключевое значение имел татарский фактор, Золотая Орда, татарское ханство, и они выстраивали национальную историографию немножко в другом ключе. Но эти два направления существовали до революции, они как бы дополняли друг друга, а вот потом в советский период произошли фундаментальные изменения, начиная с 30-х годов этот поворот начался, и в конце концов вот завершился известным постановлением 1944 года. Я думаю, что это очень важное постановление, недооцененное до сих пор и историками, и идеологами татарскими. Надо это постановление внимательно разобрать и посмотреть, что там было заложено. Искандар Леонидович, у вас были публикации на эту тему разного рода. У нас и совместные публикации были. Вот как вы считаете, что за постановление и что там было заложено? Да, ну я тоже начну чуть раньше. Сначала такое общее теоретическое, что ли, нужно введение сделать. Дело в том, что в средневековом обществе существует довольно большое множество разных идентичностей. И эти идентичности, как правило, имеют социальное, профессиональное, сословное значение и характер. В этой связи тогда, когда начинается формирование каких-то, в раннее новое время больших общностей, то формирование этих общностей происходит, как правило, на конфессиональной основе. И, если мы вспомним, допустим, Западную Европу, то, собственно, англичане стали англичанами после того, как Генрих VIII, значит, отделил англиканскую церковь от папского престола, и начинает формироваться собственная идентичность пресвитерианской Англии. Соответственно, раз они не входят в число обычных католиков, то кто же они такие? И вот начинается раскручивание. Тогда именно большой интерес был проявлен к написанию общей истории, то есть выстраивание истории, где показывалось, что это закономерно, мы всегда были другие. Примерно такой же путь прошли и многие другие народы. В этом смысле татары, конечно, шли тем же путем, с определенным запаздыванием, конечно же. То есть это уже происходило в XVIII веке, когда
было доказано, Дамир Валерьевич показал, что происходит формирование такой мусульманской преднации. И она опиралась на несколько базовых моментов. Главный из них – это о том, что наша вера, которую мы исповедуем, на самом деле была несколько испорчена в предыдущие века. А вот когда-то в булгарское время это была настоящая крепкая, настоящая мусульманская строгая вера. И нам нужно для того, чтобы объединиться, для того, чтобы вернуть какие-то свои социальные завоевания, укрепить народ, нужно в первую очередь укрепить веру. То есть это будет нечто вроде протестантизма, так я понимаю? Конечно, да, в определенной степени, да, это такая реформация. Да. То есть булгаризм стал пониматься как предвестник вот того, что потом в Саудовской Аравии станет ваххабизмом, в других местах это называется салафизмом. Это, с одной стороны, отклик на такое предбуржуазное развитие, на угнетение колониальное, христианизацию, а с другой стороны, это желание объединиться, объединить именно всех и найти истоки вот своего объединения в прошлом. То есть в чистом исламе. В чистом, да, который был. И он назывался булгарским исламом. Да. Отсюда и понимание того, что в конце 18 начале 19 века, что мы наследники булгарской веры. И поэтому, когда говорят, что булгарская земля, потомки булгар, то есть прежде всего речь идет о том, что мы являемся наследниками вот этой самой, прежде всего, настоящей булгарской веры. И страна булгарская, это прежде всего именно имеется в виду ареал распространения вот этой самой веры, которая отличается от той веры, которая есть в Турции, что-то там не то. А у нас она более такая совершенная, она развивается по особому пути, и у нас есть настоящая крепкая вера. Вот она в древности, еще с X века нам было завещено. Когда уже в период нового времени Марджани столкнулся с этим, то он задал вполне закономерный вопрос. Но если мы мусульмане, и мы, значит, булгары, то как же, откуда же мусульман-то много, но мы-то кто? И он говорит, что и булгарская история – это часть нашей истории, но мы-то татары, и все его труды были призваны показать, что у нас было много предков, в том числе и булгары, и булгарская вера, но потом произошли процессы, которые превратили нас в татар. И мы должны держаться за эту идентичность. И, судя по всему, именно вот эта идентичность стала возобладать. Я извиняюсь, Потом, когда... там даже есть такой сюжет важный. Марджани даже выступал против того, чтобы именоваться нагаями. Потому что он же учился в Средней Азии, прекрасно знал, что из Средней Азии вот этот импульс идет, татар считать нагаями, и он от этого тоже открещивается. Потому что он действительно формировал конкретную общность на конкретной территории. Да, ну мы бы сказали, что волгуральских татар целиком и еще сибирских. То есть это большая такая общность, целый татарский мир. Но здесь есть еще один момент, который мы должны иметь в виду. Дело в том, что развитие этнологии как науки в то время было сжато определенными рамками, парадигмами научной теории. И представление об этнических процессах было соответствующее, что народ – это нечто неизменное, которое возникает с древности и существует вплоть до настоящего дня. Ну, по-научному это называется примордиализмом.
о том, что качество народа, они не изменяют, они как родились, как возникли когда-то в древности, так они продолжаются в неизменном виде существовать и до сегодняшнего дня. И, собственно говоря, борьба между булгаризмом и татаризмом, которая развернулась среди наследников Шагабуддина Марджани, это борьба слона и кита. То есть это на самом деле и булгаристы, и татаристы, они строили свою идеологию на близких основаниях и идентичных теоретических основаниях. А самое-то главное, что булгаристы представляли, что вот как народ возник в X веке, так он в неизменном виде продолжал существовать вплоть до начала 20-го. Да, смысл такой, что татары были, монгол-татары, проскакали мимо и исчезли. Да, это внешний фактор. Да. А вот татаристы говорили, нет, вот татары пришли, значит, в период Золотой Орды, уничтожили всех булгар и сами заселили эти пространства, и отсюда мы ведем свое происхождение. То есть представление об этнических процессах как о неком механическом процессе, как механических перемещениях народов, миграциях. Здесь даже никакой оккультурации нет. По сути дела, речь идет об полном замещении, уничтожении, изгнании и так далее. Но к 40-м годам, когда мы говорим ближе к этому, здесь обе теории, они старались еще взаимодействовать друг с другом. И они вполне укладывались, собственно говоря, в представление советской этнологии. Потому что советская этнология была такой позитивистской, да, и именно такой основанной на вот этом самом примордиализме. Вот в этой самой коллизии там не было ответа на этот вопрос. То есть его нельзя однозначно встать ни на одну позицию. Но был еще один фактор, который нагляднейшим образом был продемонстрирован, собственно, и почему было это самое постановление издано. И именно направленность его и в самом постановлении, и в дальнейшем в политических действиях, в определенной степени идеологических репрессиях, которые развернулись позднее. Оно было связано с другим. Мало ли народов, которые имеют какое-то двойственное происхождение. Например, те же осетины, например. С одной стороны кавказцы, с другой стороны ираноязычные. Узбеки, там, сарты. Да, где там даже это вообще вопрос не поднимается. Да. Кто такие кочевые тюрки Маверанахра, да, кто такие сарты и кто такие тазики. Угу. И как они между собой. Вообще просто речь идет о том, что узбеки на этой территории возникают с периода каменного века. Да. Как написано в истории узбекской советской социалистической республики. Да, это есть и у наших соседей башкир, там иштяки, потом другие, нагайцы, там, златардынцы, и все это как пришлые. А потом все, да. А рядом были башкиры, которые всех ассимилировали, или жили в лучшем случае рядом. Вот. Но был один фактор, который потребовал вот такой репрессарий. Это связано с тем, что татаристы опирались на наследие Золотой Орды. А Золотая Орда сама по себе в советское время была очень таким горячим и идеологически неверным фактором. Вообще источником диссидентства. Само изучение Золотой Орды было таким идеологическим диссидентством, поскольку в советской историографии была принята историческая школа, которая ввела свое начало от Соловьева, Ключевского, государственническая так называемая школа, где никакой Золотой Орды не было в помине, а она была внешним враждебным фактором. Советская историография в полной мере впитала эту теорию и ее развивала. И то, что один из народов Советского Союза вдруг признает себя наследником Золотой Орды, это было
таким новаторством идеологическим неприемлемым. Невиданное восстание против общей Да, идеологии. да, просто общий, потому что дальше придется сказать, что не так все было плохо, никакого ига не было, что на самом деле в истории России татары сыграли большую роль, что в российской государственности большое и в культуре русского народа значительную роль играло наследие Золотой Орды, и в том числе татарское наследие. Но если ты не хочешь это признавать, ты должен отвергнуть полностью Золотую Орду. Именно поэтому репрессария была направлена на уничтожение вот и Золотой Орды, памяти о ней, а что-то надо было представить взамен, как-то что-то поднять на щит, что-то там идеологически развивать, и это был булгарский период истории. И если посмотреть, все довольно логично. Вот есть Киевская Русь, рядом небольшое маленькое государство Волжская Булгария. Они развиваются, ну, воюют, торгуют, но это они никак между собой не взаимодействуют. Потом приходит Золотая Орда, завоевывает и булгар, и русских, и они томятся под игом, значит, Золотой Орды. А потом поднимают, значит, восстание, свергают иго Золотой Орды, возникает Казанское ханство, русское государство. Но в Казанском ханстве не все было хорошо. Там были злые татары, которые вечно мешали русскому государству и русскому народу развиваться. Ну, пришлось их завоевать. И с этого времени начинается мир, тишь, гладь, и вообще все дружба народов в полный рост. То, что придется как-то что-то делать при этом с татарской идентичностью, никому в голову не пришло. Ну, для Сталина это вообще не было никаким вопросом. Ну, если надо, это, я думаю, что и алфавиты меняли, и культуру меняли, и религию, как на Украине, например, там униатов там гоняли. И народы перемещали. И народы, да. То есть режим Хаммурапи, значит, в первозданном чистом виде. Поэтому вот татары оказались после принятия этого постановления перед жестким выбором. То есть, по сути дела, они должны были отказаться от своего татарского происхождения и принять вот это самое булгарское происхождение. Павел Иванович, вот тут надо пару слов сказать, может быть, слушатели не совсем хорошо знают. Вообще-то операция проводилась довольно серьезная. Вот сейчас мы знаем, что фактически ликвидировали сначала учебное пособие по истории Татарской ССР в 1944 году. Там московские ученые тоже участвовали, эвакуированные. Потом еще одно уже написанное и даже изданное учебное пособие по истории ТССР, толстое такое, тоже ликвидировали. То есть приводили в соответствие с идеологией стопроцентно. Никуда невозможно уклониться, ни туда, ни сюда. И только вот в 1951 году, в 1955 году издали два таких стандартных истории ТССР, где все было вот в этом русле. Да, и они отличаются только, прошу прощения, я перебиваю. Нет. В 1951 году везде были цитаты Сталина, да. А в 1955 году они все были убраны. Да. Мелкие там различия есть, но концепция осталась та же самая. Да. И потом вот уже в последующем стандартно вот такой идеологии придерживались наши ученые. И там вот я сейчас думаю уже задним числом, так сказать, обозревая прошлое, там же вообще-то довольно сильная тенденция были заложены как бы забыть татар, которые проживают за пределами Татарстана, потому что больше мы сосредотачивались в Среднем Поволжье, и даже мы не особенно заглядывали в соседнее Приуралье, хотя эта территория для татар очень важна, как-то было не принято. Вот вам АССР выделено, будьте добры в этих рамках все сочинять. И это на самом деле плохая вещь, потому что татарская нация, даже социалистическая, она имеет очень большую территориальную протяженность. Ну, разные этнические группы есть. Вот все эти моменты выпали. Да, надо сказать, что особенно сильно это ударило по древней средневековой истории, ну, в том числе по археологии. То есть татарские археологи изучали территорию в рамках Татарской ССР, башкирские изучали в рамках Башкирской ССР. Соответственно, ну, например, они
ну, в силу там специфики, качества, количества памятников, они, например, почти не изучали средневековые памятники. Мгм. Допустим, селища, городища. В основном изучали, ну, так научная направленность была такой. То есть здесь нет никакого идеологического, может быть, запрета или понуждения. Ну, складывалась научная программа, так складывалась. А у нас наоборот было. Но мы не вели там работы. Не то, что не пускали, а это было связано, опять же, с командировками, научными планами. Но если мы посмотрим сейчас общим взглядом на эту территорию, то увидим, что бассейн Белый весь покрыт в эпоху 13-15 веков оседлыми памятниками. Там есть огромное количество кладбищ с надгробиями 13-14 века. То есть территория Белой фактически была освоена земледельческим татарским населением. Ну, прям скажем, потому что мусульманское тюркоязычное население кем другим там быть не могло. Следовательно, в Междуречье, на возвышенность, там кочевали какие-то золотоордынские кочевники, те же самые татары, татарские кланы, которые, значит, сюда приходили летом, а зимой уходили в Приоралье или на Нижнюю Волгу, в Прикаспий. Это вот один из моментов, то есть цельной картины развития, даже, ну, допустим, в эпоху Золотой Орды, общей картины распространения ареала развития вот этой самой культуры в золотоордынское время не было. То есть мы были сосредоточены на Волгокамье, где были крупные города, а не понимали, что, ну, допустим, не изучали практически памятники в Пензенской области, где был огромный улус Мукша, огромное количество оседлых поселений, опять же, кладбища, мавзолеи, крупный Наровчат был крупным городом довольно. Но он тоже выпадал из сферы нашего внимания. То есть получается, что если мы говорим о Золотой Орде, то эта территория вся покрывалась. То есть она не была локальной. А нас пытались загнать искусственно часто, загнать в локальные рамки. И вот чем закончилось в итоге сохранившиеся воспоминания, их воспроизвел академик Тишков по поводу того, как Евгений Прокофьевич Бусыгин, профессор, беседовал с Табеевым. И Табеев на полном серьезе утверждал, что надо, наверное, нам записываться булгарами. То есть, как бы татар заставляли переименовываться, или хотели, такой план был, чтобы превратиться в булгар. Очевидно, был. Да, это же, так сказать, изменение идентичности, которое складывается длительное время вот таким механическим способом. Ну, конечно, в советский период могло такое быть, да? Да, нет крепостей, которые не могли взять большевики. Мне об этом рассказывал первый президент Академии наук Татарстана, академик Хасанов. Он прямо говорил, что в один прекрасный момент его вызвал Табеев и сказал: вот я тут подумал, а почему бы нам не переписаться из татар в булгар, и сразу же все будет хорошо. А то гнобя, я вот получаю огромное количество писем из разных концов, значит, нашей необъятной родины, где говорят, что в школе нас гнобят, обзывают, это татарская ига, значит... Татарская морда. Да, что вообще татары дикий народ, разорители, и причем как в Средней Азии, так и в Восточной Европе. Вообще надо отказаться от этой клички. И он рассказывал, что потребовалось довольно серьезно целую лекцию прочитать, чтобы как-то приостановить этот процесс, заронить какие-то сомнения. Но очевидно, что в кругах начальствующей властей придержащих, эти мысли колобродили очень сильно. И не исключаю, что какие-то проекты обсуждались. Мы просто пока... может, они даже на бумагу не были выплеснуты. Скорее всего, не попали на бумагу. Но
Ну, я думаю, что-то такое было. Но вот даже судя по разным воспоминаниям разных людей, такие мысли постоянно в это время ходили. И они наверняка поддерживались в том числе и из ЦК КПСС. Не может быть такого, чтобы они сами вдруг придумали. Это не такой вопрос, который даже Табеев мог придумать сам. Да, но с другой стороны, отнюдь не все татарские ученые этому пути следовали. Вот очень хорошо известна дискуссия на странице «Вопросов истории» журнала между казанскими учеными и Сафаргалиевым. Сафаргалиев потом написал и крупный труд под названием «Распад Золотой Орды». Он иначе не мог назвать, он такое название придумал, но он татарский вопрос поднял весьма серьезно. Я так сейчас даже думаю, что, может быть, для татар мишарского происхождения было более важно вот татарскую линию вести. Здесь их угнетали, вот обкомские круги, они там, находясь в стороне, были не так зависимы, и они могли себе позволить вот разные ходы. Тем более у татар-мишарей и вообще к западу от Волги очень много документов сохранилось. Вот известны Темниковские акты, там полно татар служилых, там Мурс, князей фигурируют. И им было, вот, как сказать, по наследству они получили вот это татарство очень сильное, и они это продвигали и в научном плане. Поэтому я думаю, что хотя вот в Татарстане ученые были зажаты, но зажаты настолько, что вот Миркасым Усманов покойный уже рассказывал, что когда он решил защитить диссертацию, безобидное название «Жалованные акты Джучьего Улуса». Сразу пошли жалобы в обком, там прямо писали, что вот татары поднимают опять голову, там Золотую Орду поднимают на щит, то есть вот в сознании определенных кругов это было дело нехорошее. И вот из-за этого здесь могли меньше этим заниматься, но ученые, которые сидели в других местах, все-таки занимались этим. Вот кроме Сафаргалиева я сразу припоминаю Шамиля Фатаховича Мухамедьярова, который в Москве уже работал. Я с ним общался там довольно длительное время. Он был вот таким татаристом и писал об этом, про значение Золотой Орды, там, про татарство. И вот эти круги, они не поддались вот этому партийному воздействию. И я думаю, что эта цыковская операция, которая на подавление татарской идентичности направленная, она полным успехом не увенчалась. Татары как-то смогли выжить в такой ситуации, приспосабливались, да, и поэтому эта линия не прошла. Да, конечно, но тут надо сказать, что и Шамиль Фатыхович Мухамедьяров, и Сафаргалиев, они были на периферии, собственно говоря, развития. И даже несмотря на то, что Мухамедьяров работал в Институте истории, все равно его влияние было не таким всеобъемлющим. И довольно сложно было влиять на повестку научных трудов в Татарстане. То есть он не обладал таким авторитетом. Но вот эта мысль о том, что люди, вот он иллюстрирует тот самый факт, что были люди, которые получили это свое татарство по наследству. Да. То есть мы как бы, когда говорим об идентичности, о ее сменяемости, мы не совсем ясно понимаем, что на самом деле это наследие, которое передается из поколения в поколение, что мы не просто рождаемся с каким-то, социализируемся уже с какими-то новыми представлениями, как пытаются представить некоторые конструктивисты, а это идет из поколения в поколение. И Шамиль Фатыхович был сыном известного деятеля еще Идель-Урала, да. И он никем казанским интеллектуалом, интеллигентом с дореволюционным стажем, и он никем другим просто не мог быть, потому что в Казани это был один из крупнейших центров людей, которые считали себя именно татарами. Да. И тут надо вот еще что отметить, что высочайшим, значит, вот достижением вот этого научного булгаризма была теория, так бы она и осталась, может быть, прописана в разных трудах, не скомпонованная. Но Альфред Хасанович Халиков в нескольких своих трудах попытался представить булгарскую теорию в виде научного конструкта. И там было довольно все логично, если только не понимать, что это все было написано в советской парадигме. И как только вот эта научная парадигма советская стала трещать,
когда появилась возможность узнать новейшие достижения этнологической мысли Запада, то эта концепция стала рассыпаться. И пришло время создать не татарийскую или булгарийскую, а создать нечто совершенно другое. То есть выйти за пределы вот этого квадрата, этого спора, и создать что-то новое. И вот как раз я считаю, что мы сделали именно вот этот самый шаг, оставили и булгаризм это как частные проявления некой теории этногенеза, а мы создали более синтетическую теорию, где и та, и другая входят какими-то составными частями или действуют на определенный период времени. Новейшая концепция тюрко-татарская, как мы ее называем, она предполагает, что в период до Золотой Орды формировались компоненты. И древние татары, и булгары с мусульманством, урбанистическими, земледельческими, кипчаки, печенеги. Но все они были полностью переработаны в эпоху Золотой Орды. Произошел полный переформатирование этого пространства и культурном и социальном отношении. Но мы об этом еще раз поговорим отдельно, но вот тут надо подчеркнуть следующее. Конечно, вот эта булгаристская позиция, она потом ведь вылилась и в некоторые политические течения. Скажем, в Татарстане возник клуб «Булгар Аль-Джадид». Они даже пытались уже в годы перестройки как бы заново поднять вопрос о том, что надо переименоваться. Они еще до сих пор есть, некоторое число людей. Но это сейчас группа не влиятельная, их не так много, но они все равно продолжают действовать. А вот ученые, которые придерживались булгаристских позиций, их уже стало очень мало. И сейчас это даже как-то неприлично рассуждать в старом духе. И поэтому они по большей части просто молчат сейчас или пытаются заново осмыслить то, что произошло. Ну, я уж называть не буду, но новые труды выходят, потом видно, что попытка есть такая переосмысления. Единственное, Альфред Хасанович, он не успел перестроиться. Он попытался в самом конце жизни, даже специальный труд написал, но не смог отойти от прежних взглядов. И вот это сейчас уже, я думаю, что вот этот такой тюрко-татарский взгляд на общую позицию теоретическую, он дальше будет сохраняться, и он позволяет нам выстраивать современную татарскую идентичность на всем пространстве, в том числе и во всей исторической глубине. И это очень важное направление, потому что, опираясь на эти новейшие взгляды, которые в основу взяли и западные теории, мы можем писать нашу глобальную историю, а она очень важна для сохранения идентичности татарской.